следующем году в Коми собираются капитально отремонтировать 230 домов. Жилищные условия улучшат для 23 тысяч граждан. Тем временем эксперты от ЖКХ отмечают медленный темп обновления зданий. Причина – домов, требующих капремонта общего имущества, много, а средства при нынешнем размере взноса собирают не так быстро, как нужно. Некоторые строения в очереди на капремонт стоят десятилетиями, ждут и ветшают. Тему продолжит Наталья Юрина. Четырехэтажный дом в центре Сыктывкара сегодня как с картинки. Подрядчики к капитальному ремонту приступили летом. Заменили крышу и подъездные двери, обновили фасад. Этого момента жители вместе с управляющей компанией ждали несколько лет. К дому было страшно подойти. Крыша при сильном ветре громыхала. Металлические листы, они местами, видимо, уже углы оторвались. Колыхалось, там при сильном ветре даже был шум. Колыхалось это все. Правда, на нашей квартире не текло, но в других квартирах обижали, что да, были подтеки. Мы обращались в обслуживающую организацию, чтобы поднимали вопрос, чтобы выполнить ремонт. Ремонт и фасадов, и в подъездах. Дождались, ремонт выполнили. Дом теперь радует глаз, очень красивый. Теперь ждем, когда выполнят работы в лестничных площадках и лестничных маршах. Ремонт подъездов управляющая компания затеяла после приведения в порядок дома. В скором времени лестничные площадки пообещали обновить. Как отмечают в управляющей организации, другие строения тоже нуждаются в обновлении. Капремонт ждали долго. 62-го года постройка этот дом, и все остальные у нас тоже такие старенькие дома, да. Фасад просто рассыпался, потому что, представьте себе, 62-го года никто фасад не делал. Мы очень довольны, и я надеюсь, при сроках эксплуатации оно себя оправдает. Акт выполненных работ в этом доме подписали без проблем. Сейчас в Коми ремонтируют еще 46 строений. Всего же в этом году дождались обновления 236 домов. Для 51 подготовили проектно-сметную документацию. Сегодня сложилась ситуация, что общее имущество жилых домов годами ожидают капремонта. В итоге ветшает. По скорости реализация программы капремонта отстает от разрушительной силы времени. Как пояснил руководитель регионального фонда капремонта на рассмотрении профильной госпрограммы, текущая ситуация возникла из-за того, что с 2015 года тариф в Коми в разы был меньше общероссийских показателей. Причиной замедленного действия у нас в республике послужило то, что в течение 5 лет у нас взнос был самый низкий в стране. То есть 5 лет он был от 2 до 3 рублей. И средства, которые за этот период были накоплены, они были настолько минимальные, что вот сейчас мы имеем вот этот грубо говоря, большой хвост. Это при том, что экономически обоснованный взнос в Коми по расчетам составляет от 20 до 29 рублей за 1 квадратный метр в зависимости от муниципального образования. Экономически обоснованный – это значит такой, который позволит ремонтировать жилье быстрее, чем оно стареет, и в нужных объемах. Сегодня размер взноса составляет от 7 до 9 рублей. Несмотря на это, программу по капитальному ремонту продолжат реализовывать и дальше. В следующем году отремонтируют общее имущество еще в 230 домах. Общая стоимость около 1,5 миллиарда рублей. На эти средства в Коми отремонтируют крыши, инженерные системы заменят в 69 домах, обновят лифты в 17 многоквартирных строениях, приведут в порядок 35 фасадов. Обновления общедомового имущества дождутся более 23 тысяч граждан. Наталья Юрина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.